Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Этот наш выпуск специальный, и мы сегодня поговорим о том, в каком мире предстоит жить татарам после коронавируса. Мир, континенты и государства продолжают болеть коронавирусом. Предпринимаются меры, чтобы победить эту болезнь. Государства, и в первую очередь западные, смотрят с ненавистью и одновременно с надеждой в сторону Китая. Почему с ненавистью, думаю, вам и так понятно. А почему с надеждой? Потому что на Китай смотрят как на государство, которое вроде как победило коронавирус. Может, и у других государств это получится? Задаемся вопросом, каким же будет новый мир? И что делать татарам в этом новом наступившем мире? Коронавирус сегодня рушит такое явление, как глобализация. Да, у глобализации есть много проявлений, и некоторые из них даже укрепляются благодаря коронавирусу. Но в целом глобализация сейчас находится под ударом. Каким же образом глобализация влияет на татар? Во-первых, татары по всему миру и во всех регионах России, и даже в Татарстане, испытывают на себе влияние таких производных процессов от глобализации, как ассимиляция и урбанизация. Скажите, вам известны истории и случаи из жизни ваших знакомых и друзей, когда молодежь устремляется из татарских сел и малых городов в мегаполисы и большие города? И чтобы найти свое место там, молодежь обрывает связь с национальными корнями, с культурой и традицией и забывает татарский язык. Наверняка вам известны случаи, когда родители принимали решение, что их детям не нужен татарский язык, что их дети обойдутся только русским языком, поступят в какой-нибудь вуз в Москве и там останутся жить. А если ребенок выучит английский язык, то переедет в Европу или в Америку и найдет там свое финансово-экономическое благополучие. Тебе нравится татарский язык? Если честно, не очень. Почему? Ну, он мне в жизни не пригодится. То есть, он какой-то примитивный. То есть английский не такой. Он скучный. Теперь вы понимаете, о какой форме глобализма мы говорим. Так вот, такому положению вещей конец пока что еще, конечно, не пришел, но он близок. Человечество, выходя из карантина, неминуемо столкнется с ростом безработицы, и это будет практически в каждом государстве. В больших городах тоже будет безработица, и в Европе с Америкой, и в Москве с Санкт-Петербургом, и даже в Казани. Однозначно известно только то, что человечество не прекратит есть. Нужны будут продукты питания, будет востребовано сельское хозяйство, например, та же гречка. Поэтому барменам, специалистам личностного роста, стюардессам и фитнес-тренерам, похоже, пора уже подумать о новых профессиях в своих родных городах – Мензелинске, в Варске, в Нурлате и в Агрызе. Кстати, о стюардессах мы не шутим. И здесь мы говорим о втором проявлении глобализма – о туризме. Страны закрыли свои границы. Регионы внутри страны минимизировали транспортное сообщение со своими соседями. Пассажирские самолеты практически не летают. Это касается и круизные лайнеры, и железнодорожное сообщение. Если что и будет перемещаться в новом мире после коронавируса, то, скорее всего, только грузы. Теперь вы видите, как коронавирус бьет по туризму. Каким же образом туризм влияет на татар? Объясняю. В Татарстане вот уже несколько десятилетий ведется масштабная, планомерная и системная работа по наращиванию туристического потока в республику. В Татарстане открываются музеи, памятные места, строятся отели, прокладываются специальные туристические маршруты. Власти республики активно работают, чтобы привлечь в Татарстан массовые культурные и спортивные мероприятия. Туристическая индустрия Татарстана, в том числе, опиралась и на нашу культурно-национальную уникальность региона. Для туристов создавалась витрина татарской культуры. Но много ли надо туристам, чтобы понять наш народ? Чак-чак, эчпочмаки, девушки в колфаках, парни в тюбетейках, гармонь – все это, конечно, забавляло гостей нашей республики. Но в этом ли суть татарского народа? И вот теперь в новом мире все это, как минимум в ближайшее время, теряет ценность и смысл. А когда это восстановится, не будем даже гадать.
Мы не говорим, что туризм только вреден для татар. Нет, благодаря туризму у нас украшают улицы Казани, поддерживают в чистоте и красоте мечеть Кул-Шариф, развивают историко-архитектурный заповедник Болгар, и таких проектов у нас много. Но какое же у них будет будущее, нам неизвестно. В-третьих, коронавирус бьет по такому проявлению человеческой жизни, как массовое офлайн мероприятие. В этом году татары уже не увидят привычный парад сабантуев в России. Мы знаем, что в татарской среде звучит много критики в адрес Всемирного конгресса татар за увлеченность организациями сабантуев. Все эти увеселения праздника Плуга уже приелись. Вроде как ждешь чего-то нового, а по факту получаешь все то же самое, что было в прошлом году и даже в позапрошлом. Зайдите в интернет, в какое-нибудь татарское сообщество, найдите там фотографии сабантуев и попробуйте по ним определить год, когда они сделаны. Задачка не из простых. Думаю, пермские, астраханские, татарстанские и московские сабантуи тоже не сильно друг от друга отличаются. Но давайте подумаем честно, а много ли вообще у татар поводов на свежем воздухе встретиться со своими друзьями, знакомыми и родственниками? Думаю, что среди критиков сабантуев найдутся те, кто сейчас от скуки, сидя в режиме самоизоляции, готов пересмотреть свое отношение к празднику Плуга. Да, получается до боли знакомая ситуация, что имеем, не храним, потеряем, то плачем. Четвертый момент. У татар есть свои глобалистские проекты. Мы говорим о Всемирном конгрессе татар и о его молодежном крыле. В режиме самоизоляции и карантина мы находимся больше месяца. Чем же в это время занимается Конгресс татар? Мы не слышим председателя Национального совета Василия Шахразиева. Между прочим, автономии татар России недавно обратились к Василию Шахразиеву, чтобы так называемое Министерство татар России, как иногда называют Всемирный конгресс, дало свою оценку сериалу «Зулейха открывает глаза». Неужели Василь Гаязович не просмотрел этот сериал и не хотел бы устроить онлайн-сессию общения с татарами, где поделился бы своими мыслями об этом фильме? 26 апреля татарский мир праздновал день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Этому событию должное внимание уделил через различные онлайн-активности и форматы форум татарской молодежи. Но где же Конгресс татар? Неужели День татарского языка важен только молодежи? А где же наши аксакалы от Конгресса? Кстати, татарский форум проявляет активность и в общественно-политической жизни, поднимает вопрос об ущемлении прав на родной язык у татар Башкортостана. Ранее мы уже рассказывали о своеобразном диктанте на башкирском языке, где была возможность написать диктант и на северо-западном диалекте. Татарский форум заявил о своей позиции публично и не поддержал такое начинание. Думаю, татарам по всему миру было бы интересно послушать наших аксакалов из Всемирного конгресса татар и узнать, что они думают о новом наступившем мире. Что делать татарам сейчас и какое у нас будущее? Как быть с татарскими событиями и мероприятиями, если нужно соблюдать социальное дистанцирование? Мы не питаем иллюзий, что их мысли нас удовлетворят, но они же должны проявить хоть какую-то активность. Иначе зачем они нам? Может быть, татары обойдутся лишь Всемирным форумом татарской молодежи? Вам так не кажется?